Дому на улице Калантрашвили почти полвека. На капитальный ремонт было выделено около 4,5 миллионов рублей. Работы уже почти все завершены. На очереди фасад, шпаклевка, замена пластиковых панелей и покраска стен. Ожидается, что фасадные работы будут закончены в течение 3 недель. Выполнено почти 90% работы. Осталось около 6 балконов. С крыльцом были проблемы. Она сыпалась каждый раз. И пришлось по несколько раз заливать бетон. Ну и с балконами, жильцами были проблемы. Все в отпусках. И никого не найти, не достучаться. И поэтому с балконами так затянулось. В другом доме на улице Октябрьская производится замена коммунальных сетей. Без замечаний не обошлось, однако подрядчики уверяют, что до конца месяца устранят все дефекты. Всего же в этом году капремонт запланировано в 230 МКД. Проблема на самом деле большая в допуске. Если будут жильцы более открыты и не боятся допускать, и самое главное допускать в строительный сезон, который в Якутии короткий, то есть короткое время для капитального ремонта, мы гораздо быстрее и гораздо эффективнее будем проводить капитальный ремонт. Работы по реализации программы капремонта будут продолжаться. Основной акцент делается на ускоренное выполнение работ по инженерным сетям, которые критически важны для предоставления коммунальных услуг. Эффект от реализации региональной программы, он, безусловно, есть и ежегодно улучшает качество проживания жителей по нашей республике, порядка 34 тысяч человек населения нашей республики. При возникновении вопросов, связанных с работой подрядных организаций, непосредственно самого фонда капитального ремонта, можете обращаться в Министерство ЖКХ и энергетики. Отметим, что выездные проверки проводятся каждую неделю. Они позволяют профильным ведомствам оперативно выявлять отклонения и обеспечивать прозрачность реализации региональной программы капитального ремонта. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск.